Доброе утро, Якутия! Мы приветствуем всех наших любимых телезрителей на телеканале «Якутия-24». Сегодня, в канун самого нежного, доброго и милого праздника 8 марта, мы, как всегда, желаем вам прекрасного доброго утра и хорошего настроения. Конечно, наш эфир сегодня будет немного необычным. Мы будем очень много говорить о женщине, о ее красоте и уникальности. Расскажем, где и как можно провести праздничные выходные. И, конечно, к нам в студию придут интересные гости. Я думаю, мы не будем томить и уже начнем наш праздничный утренний эфир. Ну а сегодня, конечно, как всегда, мы начнем с полезной нашей рубрики «Это зарядка». И мы предлагаем вам зарядиться энергией на весь день с помощью йоги. Чтобы получить пользу от такой физнагрузки, вовсе не обязательно скручиваться в необычные позы, которые сразу приходят на ум, когда слышишь слово «йога». Наоборот, утренние асаны простые и удобные, как только что для проснувшихся, так и для самых активных утренних пташек. Главная цель йоги – это усилить связь тела и разума, а также добиться осознанности. Сейчас я вам продемонстрирую один круг Сурья Намаскар. Сурья Намаскар в переводе с санскрита обозначает приветствие солнцу. Давайте начнем. Встаем на передний край коврика. За руками потянулись вверх. Урдхва Хастасана. Вдох, прогиб, выдох, Уттанасана. Правой ногой шаг назад. Ашвасанчавасана, вдох, прогиб. Это динамическая практика, и на каждую асану или вдох можно выполнить, или выдох можно выполнить. Руки вниз, планка, кумхатасана, выдох, аштанга намаскарасана, со вдохом ныряем вверх, вдох, бхуджангасана, и через колени встаем в собаке мордой вниз. Здесь можно задержаться на 3 цикла дыхания. Адха Мукха Шванасана. Правой ногой вверх, потянулись стопой вперед. Здесь также прогиб, вдох, шаг вперед, выдох, Уттанасана. И с круглой спиной я вам продемонстрирую один полукруг на левую сторону. Также за руками потянулись вверх, выдох, Уттанасана. Левой ногой шаг назад, вдох, прогиб, выдох, планка, вдох, аштанга намаскарасана, бхуджангасана, собака мордой вниз, адха мукха шванасана, левой ногой вверх, вдох, прогиб, выдох, Уттанасана. Якутские школьники вчера вернулись с молодежной международной конференции молодых ученых, которая прошла в городе Маланге в Индонезии. Сегодня юноши – гости нашей студии. Рада вам представить Романа Скорика и Евгения Осипова. Доброе утро, ребята. Доброе утро. Ну, для начала, наверное, необходимо рассказать, что же за международная ярмарка и как, собственно, вы туда попали. Ну, попали мы туда как по шагу в будущее. То есть защиты на английском. Вот у меня первое место защиты на английском. Ну, вот так вот тут идет отбор тех, кто может представлять проекты на международном уровне. У тебя? Ну, также хотелось бы добавить, что за многолетний опыт сотрудничества с Малой академией наук именно вот зарекомендовали себя и также подтвердили вот этот опыт на шаг в будущее на английских защитах и, собственно, поехали. Очень интересно, даже излагаете свою мысль за опыт многолетней работы. То есть непосредственно отсюда идет следующий вопрос. Вы работаете над определенными проектами. Соответственно, их необходимо для начала придумать, затем защитить. Вот давайте по порядку. Евгений, каков был твой проект? Мой проект – это образовательный конструктор для отработки инженерных навыков и программирования. Ну, как следует из названия, это конструктор, который можно использовать на уроках для изучения области робототехники.
Его особенность заключается в том, что его себестоимость составляет менее $35, ну, или 3,5 рублей. Тысяч рублей. Тысяч рублей, да. И что делает его вполне доступным для школ и для закупки и преподавания робототехники. Отлично. Роман, у вас что? Я выступал с проектом под названием «С сервисом» для генерации уникальных изображений на базе генеративного искусственного интеллекта. То есть это сервис для людей, ищущих новые возможности создавать уникальные изображения для различных целей. Очень интересно. Ребята, а можно ли вас уже назвать такими инженерами? Вы считаете себя уже с такими полноценными инженерами или вы все-таки на базе еще обучения? Ну, я сейчас работаю как раз-таки дома над проектом 3D-принтера, ну, над модификацией своего домашнего 3D-принтера для печати шоколада, ну, вполне инженерное направление, и в этой, на конференции у меня золотая медаль именно в сфере инженеринга, так что, думаю, да. То есть ты считаешь себя уже достаточно таким подкованным, образованным инженером? Ну, как, начинающим. Начинающим, хорошо. А Роман? Я забрал золотую медаль в сфере инновационных технологий. Я бы не сказал, что я прям подкованный инженер. Как это так? А разве золотая медаль это не есть такое яркое доказательство тому, что вы уже владеете достаточными знаниями? Это есть яркое доказательство тому, что мы идем в правильном направлении. Ребята, а вы были единственными представителями из, ну, в частности, нашей республики и страны? Ну да, из России мы были единственными. Да вы что? И в То есть онлайн, и в только вы? офлайн формате. Онлайн был и офлайн. Да. Здорово. А всего сколько участников было? Конкуренция сильна была? На очном этапе 144 команды, и в команде у них было там под человека от 3 там, до 10, а в офлайне уж 340 чем. 30 стран. 30 стран мира. Да. В Молодцы. онлайн-формате. Так, ну тогда необходимо сразу поговорить, где готовят такие кадры. Вот у кого вы набираетесь опыта, так сказать. Я знаю, что вы являетесь учащимися 10-11 класса информационно-технологического лицея номер 24 города Нерюнгри. Все верно? Да. Все верно. А большую часть вашей работы вы совершаете на базе школы, либо же все-таки работаете с другими специалистами? Ну да, в школе в основном. Ну так же и как дома с родителями. Вот с 3 класса занимаюсь проектной деятельностью. То есть у тебя родители тоже в этой системе? Ну, у меня папа главный инженер. Все понятно. Хорошо. А Рома где получаешь знания? Я бы сказал, вот конкретно данный проект — это частный случай, вызванный многолетним опытом именно работы на базе школы и сотрудничества с Малой академией наук. Вообще мы начинали делать этот проект не для научной конференции. Мы начинали вообще с канала про искусственный интеллект и технологии вместе с друзьями, с Быковым Вадимом и Зеленским Данилом. А далее уже создали вот этот сервис дополнительно к каналу. Соответственно, его коммерчески успешно реализовали, заработав 300 тысяч рублей. И уже далее только вот начали представлять на научных конференциях. Здорово, ребят. Но давайте уйдем все-таки вот от науки, а теперь вернемся к простым таким житейским эмоциям и впечатлениям. Вы побывали в Индонезии, правильно? Да. Как вам? Ну, очень жарко, влажно, ну, постепенно привыкаешь. Местный акцент тоже непривычен, но за время конференции мы уже к нему привыкли. Ну, незабываемое впечатление. Незабываемый, да? Да. Ром, тебе что запомнилось больше всего? Я бы сказал, это один из лучших опытов участия именно в международных конференциях, потому что, в принципе, сама конференция была организована на высшем уровне, было интересно послушать проекты других ребят, познакомиться с ними. Ну, Также... вот как общались-то, если говорить, познакомились на английском? Конечно. То есть у вас еще и совершенное владение английским языком? Ну, не конечно, да. не совершенно, конечно. Ну, проекты защищаете на английском языке? Да. На вопросы, владеем. Владеете. Здорово, ребят. А все-таки посмотрели на других ребят, да, посмотрели, соответственно, на их проекты, да? Может, что-то удивило, что-то впечатлило, и, может, захотите повторить или усовершенствовать? Самое запоминающееся то, что защиты проходили стендово вроде бы как и на «Шаг в будущее» обычно, но
командно, и вся команда украшала свой стенд как могла. То есть повесить мишуру, украсить листьями натуральными, поставить горшочек, бегущую строку сделать, то есть очень привлекает глаз. Вообще, как бы, конкуренция достаточно высокая. В каждой секции было там от 20 проектных работ. Причем над каждой проектной работой работала именно команда в тех странах. И, мне кажется, высокая конкуренция — это следствие того, что в Индонезии тоже достаточно высоко развита вот эта сфера, как и в Якутии у нас. Ну, какой-то проект, может, впечатлил больше всего? Ну, не знаю, может, там... Не знаю, я всеми восхищался. Всеми восхищались? Да, но в основном там проекты касаемо экологии, такого натурального. Много было проектов касаемо напитков, как сделать напиток более питательным или использовать какие-то необычные травы для его приготовления. То есть такие актуальные темы на сегодняшний день, да? Да, в основном в Индонезии, потому что там очень много кофе, там на каждом углу есть кофейные лавки. Ребят, ну я вот смотрю на вас, но то, что вы умные, это уже понятно, да? То, что вы очень активно занимаетесь именно научной деятельностью, да? Остается ли у вас время на какие-то и дополнительные увлечения? Евгений? Ну да, я занимаюсь баскетболом, но, конечно, летом травмировался, и только вот с Нового года начал ходить активно заново. Ну и как бы 3D-моделирование, но оно тоже совмещено. Да. Опять с такой инженерной, да, своим увлечением. А у Романа какие еще есть хобби? Если отойти от проектной деятельности, это именно, я катаюсь на сноуборде в силу наших зим. Тем более в силу вашего проживания, у вас рядом хорошая горнолыжная база, да? Да. То есть есть у вас возможность, время хватает и спортом заняться. Да, в целом я бы не сказал, что как-то занятие проектной деятельностью тяготит. Я считаю, это тоже хобби. Поэтому, мы как бы занимались вот этим проектом не для того, чтобы выступать на международных конференциях, а для себя. Это уже следствие. Ребят, но золотые медали получены, то есть ваши работы, ваши проекты оценили. Какие планы на дальнейшее будущее? Ну, в дальнейшем я планирую как бы развиваться в сфере инженерии, аддитивных технологий. Вот как бы реализуемый мною проект может помочь мне в будущем с разработкой, может быть, своего 3D-принтера, отвечающим моим требованиям. То есть развиваться дальше в технической сфере. А у Романа? У меня в планах, также далее развивать команду и сотрудничать с Вадимом и Данилом, как я сказал. Вот. Ну и углубляться в инновационные технологии, в искусственный интеллект и тому подобное. Ребят, спасибо вам большое. Мы еще раз поздравляем вас с заслуженной победой. Ну а у нас уже завтра замечательный праздник, Международный женский день. И у вас сегодня есть уникальная возможность поздравить, может быть, своих мам, своих девушек. Возможно, есть у вас учителя прекрасные. В общем, одноклассницы, наверное, будут рады слышать от вас привет. Поэтому, пожалуйста, у вас есть такая возможность. Да, передаю привет всем одноклассницам. Поздравляю с 8 марта. Также маме и учителям желаю счастья и побольше уделенного внимания в этот праздник. Мне бы тоже хотелось поздравить маму с праздником, учителей и одноклассниц, а также Полину. Вот так. С праздником. Вот, интересно было последний момент, да? Ну, ребят, молодцы. Спасибо вам большое, что посетили наш эфир. Мы желаем вам новых побед, новых идей, ну и, конечно, новых покорений вершин. Спасибо вам. Спасибо. На календаре 7 марта, и сегодня отмечают День тюльпанов. Эти цветы являются символом любви и счастья. На языке цветов красный тюльпан в букете означает признание страстной любви. Желтые цветы обычно воспринимают как вестники разлуки, но в последнее время смысловая нагрузка поменялась в более оптимистичную трактовку. Солнечные тюльпаны означают пожелание счастья. А вот если вам дарят белые тюльпаны, то, скорее всего, у вас просят прощения. Мужчины, возьмите эту информацию на заметку. Ну а чем еще запомнился этот день, узнаем далее. На календаре 7 марта – День основания Общества спасения на водах, День тюльпанов.
По народному календарю Поликарпов день. Наблюдали за поведением сороки, если она лезет под стреху, быть в юге. Действительно, возвращение холодов было вполне возможно. И это отражено в поговорке «Март месяц любит куролесить, морозом гордится и на нос садится». Этот день в истории. Римский император Константин Великий провозгласил воскресенье днем отдыха. Потерпела крах попытка бояр низложить царя Василия Шуйского. День рождения телефона. Александр Белл запатентовал изобретенный им телефонный аппарат. Амундсен известил мир об открытии им Южного полюса. В СССР сформирован первый отряд космонавтов. Открылись 11-е Паралимпийские зимние игры в Сочи. В этот день родились Робер де Монтескью, французский писатель, коллекционер, библиофил и покровитель искусств. Марис Равель, французский композитор, импрессионист, дирижер. Борис Кустодиев, русский художник, портретист. Сергей Лазо, русский революционер, участник гражданской войны. Михаил Леонтович, советский физик-теоретик, академик. Андрей Миронов, советский актер театра и кино, народный артист РСФСР. Шамиль Торпищев, советский и российский теннисист, тренер, общественный деятель. Роман Дмитриев, советский борец вольного стиля, чемпион Олимпийских игр 1972 года в Мюнхене. Именины сегодня отмечают Александр, Алексей, Иван, Климент, Кузьма, Михаил, Моисей, Николай, Сергей и Федор. Поговорим еще об одной знаковой дате для всей нашей республики. Сегодня, 7 марта, Якутия отмечает 75-летие со дня рождения легендарного спортсмена, олимпийского чемпиона Романа Михайловича Дмитриева. Путь Романа Дмитриева в большую борьбу стартовал в 1968 году с победы на чемпионате Советского Союза среди юниоров. Спустя год ему уже не было равных на чемпионате Европы. 31 августа 1972 года Роман Дмитриев навсегда вписал свое имя в историю мирового спорта, победив на Олимпийских играх в Мюнхене. Легендарный спортсмен еще раз доказал всем, что является лучшим борцом планете в весе до 48 килограмм. О нелегком пути якутских вольников к золотым медалям и об уникальной школе тренера Дмитрия Коркина расскажет наша рубрика «История в кадрах». Здравствуйте! В Золотом фонде нашего центра хранятся фильмы, посвященные Роману Михайловичу Дмитриеву, чемпиону Олимпийских игр 1972 года в Мюнхене, серебряному призеру Олимпийских игр 1976 года в Монреале, чемпиону мира и Европы. Эти кадры в Восточно-Сибирской студии 70-го года облетели тогда весь Советский Союз. На ковре элита борцовского мира, титулованные борцы Роман Дмитриев, Зиран Карават цепили схватки. Первый шаг к финалу сделан, но впереди еще 3 схватки с Ибрагимом Джавади, с чемпионом мира из Ирана. На то время главный соперник Романа Дмитриева. Их противостояние длилось 2 года. На момент этих съемок мастеру спорта Роману Дмитриеву 21 год. В 1969 году он уже завоевал титулы чемпиона Советского Союза и Европы. В том же году на первенстве мира в Мар-дель-Плата в Аргентине занял 2-е место, уступив только Джавади. Чурапча. Здесь мы все начинали. Такие слова предваряют этот фильм Восточно-Сибирской студии кинохроники 1970 года. А здесь проходят тренировки, ставшими известными на весь мир Дмитрия Коркина, тренера мировых борцов, Романа Дмитриева, Павла Пенигина, Александра Иванова. Это первые шаги в большой спорт. Тогда эти мальчишки запомнят на всю жизнь. Первый противник, первая схватка. Об уникальных методах школы в спартанских условиях Дмитрия Коркина до сих пор ходят легенды. Особенно вспоминают эти самодельные тренажеры, на которых оттачивалось мастерство и закалялся характер. Снаряды в школе-интернате учащиеся строили сами. Юные борцы тренировали устойчивость на стальном натянутом тросе. Учились бороться на матах, набитых сеном.
Самый полезный тренажер «Стенка Коркина», так ее называют сейчас современники, развивал не только силу, но и координацию. Он представлял из себя стену из досок с отверстиями для палочек, с помощью которых борцы подтягивались и перемещались в разные стороны. Нелегок был тогда путь выпускника Ленинградского педагогического института имени Герцена Дмитрия Коркина. 7 лет, 3 раза в неделю, 12 километров он отмерял из Ажулуна в Чурапчу, чтобы обучать ребят вольной борьбе. А к утру из Ажулуна в Чурапчу спешил преподавать школьникам русский язык. Так проложил Дмитрий Петрович свою тропу в жизни. Вывела эта тропа многих чурапчинских ребят на дорогу большого спорта. А это письма со всех концов страны, которые получал Дмитрий Коркин. И это мировое признание. Не имея никаких специальных условий для тренировок, без огромных финансовых вливаний, практически на голом энтузиазме, Дмитрий Коркин достиг небывалых результатов. Якутия на Олимпе прогремела 3 чемпионами: Роман Дмитриев, Павел Пенигин, Александр Иванов. Один из выдающихся политиков, 35-й американский президент Джон Кеннеди, однажды сказал: для того, чтобы прославить нацию, нужны 2 вещи. Это полет в космос и выиграть золотые олимпийские медали. А это свободный день, день отдыха перед схваткой с иранским борцом Джавади. Роман Дмитриев на прогулке. О чем тогда думал прославленный борец? Его думу, его эмоциональный настрой перед решающей борьбой передают эти безмолвные, но очень говорящие черно-белые кадры. А фильм нас уже переносит на ковер международного турнира в Тбилиси 70-го года, где в центре внимания СМИ иранский борец Ибрагим Джавади. Еще ни одному борцу не пришлось уйти от мертвой хватки иранца. Джавади пытается применить свои знаменитые тиски, но как бы не так. Контрприем Дмитриева и преимущество нашего борца становится явным. Победа Романа Михайловича Дмитриева золотыми буквами навсегда вписана в историю советского и якутского спорта. В 2011 году было принято решение об увековечивании памяти Романа Михайловича Дмитриева. Республиканское среднеспециальное училище Олимпийского резерва и Бестяхская общеобразовательная школа гордо носят его имя. На Комсомольской площади находится памятник прославленному спортсмену, и была открыта набережная в честь Романа Михайловича Дмитриева. Помним, гордимся, благодарим. Это была рубрика «История в кадрах». Изучайте историю вместе с нами. Это интересно. Доброе утро, Якутия. Коротко о самых заметных событиях к этому часу. А в Доме правительства номер 2 подвели итоги первого всероссийского турнира по стрельбе на дальние дистанции, который был посвящен памяти героя Советского Союза Федора Хлопкова. Напомню, само соревнование прошло в учебно-стрелковом полигоне Сулу с 23 по 24 февраля. Всего в турнире приняли участие 74 человека, и на этапе день особой меткостью отличился якутянин Сергей Яковлев, который поразил мишень на дистанции 2 километра. Также заместитель председателя правительства Российской Федерации Юрий Трутнев поделился идеей провести второй снайперский турнир уже в октябре этого года. Турнир направлен на возрождение традиций как якутских снайперов, так и российской школы снайперства. И с этой точки зрения этот турнир дает мощный толчок в развитии стрельбы на дальней дистанции. Это имеет значение в условиях проведения специальной военной операции и в целом для воспитания подрастающего поколения, воспитания патриотических чувств. И можно говорить о том, по итогам сегодняшнего дня, можно говорить о том, что турнир проведен на высоком организационном уровне. И как показал результат, наши стрелки и жители нашей республики показали наилучшие результаты.
Для увеличения продолжительности активной и здоровой жизни граждан старшего поколения в Якутии реализуется региональный проект «Старшее поколение» в рамках национального проекта «Демография». Сам проект включает в себя мероприятия по санаторно-курортному лечению ветеранов тыла и инвалидов, диспансеризации, профилактических осмотров и проведению организации приемных семей для пожилых граждан. Кроме того, реализуются и мероприятия по активному долголетию, проводятся кружковые работы, мероприятия культурного досуга, занятия спортом. Напомню, президент страны Владимир Путин в недавнем послании Федеральному собранию анонсировал запуск нового нацпроекта «Продолжительность и активная жизнь», по которому планируется поднять продолжительность жизни в селах до 80 лет. Благодаря реализуемым мероприятиям на сегодня в Якутии самый высокий показатель ожидаемой продолжительности жизни в Дальневосточном округе, которая достигла 73,67 лет. Это показатель того, что наша республика достигла общероссийского уровня. Стоит отметить, что создаются комфортные и максимально приближенные к домашним условиям по региональному проекту «Старшее поколение». Построены и введены объекты в Вилюйском, Лёкминском, Намском районах. Также в следующем году планируется ввод объекта в Мирено-Кангаласском районе. Тяжело в учении, не менее тяжело в бою. Якутия проверила силы системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на условном пожаре. В местности Усть-Хатын собрались все силы и средства, включая МЧС России по Якутии, службу спасения региона, авиалесоохрану, медицину катастроф, Росгидромет, пожарные формирования и многие другие подразделения. По легенде, условный пожар начался в 7 километрах восточнее от села Эжанцы Усьмайского района. Сама площадь пожара составила 20 гектаров. Непосредственно в условиях борьбы с огнем свои силы проверили лесопожарные. Затем десантирование с вертолета Ми-8 МЧС России на условный пожар совершили спасатели службы спасения Якутии. Ну а завершили борьбу с огнем пожарные формирования. Всего к учениям привлекли более 270 человек и 28 единиц техники. Общая оценка действий – хорошо. По предварительным данным Рослесхоза, пророчат пожароопасный сезон сложный. Возможно, по погодным условиям он будет на уровне 2021 года. В этом году численность лесопожарных формирований доведена до 1203 человек за счет поддержки правительства Республики Саха-Якутия и, конечно, нашего главы Николая Сергеевича. Благодаря этому мы дополнительно 84 человека, правда они сезонники, но по крайней мере помогут нам расширить нашу группировку для реагирования на лесные пожары. Доброе утро! Мы приветствуем всех, кто, возможно, только присоединился к нам. Это «Утро Якутии» на телеканале «Якутия-24». И сегодня, конечно, наш эфир в большей степени посвящен женщинам. Женщины в мужских профессиях сегодня не редкость. Но и в этой сфере, о которой сейчас мы будем говорить, женщин действительно практически нет. Речь идет о буровиках. Но в Якутске мы нашли единственную женщину, которая возглавляет буровую компанию. Кроме того, она тренер по фигурному катанию. Как связаны, казалось бы, такие разные виды деятельности и как наша героиня успешно с ними справляется, расскажем далее. Глаза боятся, а руки делают. Наталья Руднева – директор компании. Но сегодня она сама села за руль буровой установки. Считает, что руководитель в первую очередь должен знать, чем занимаются его подчиненные. Работают в коллективе исключительно мужчины, в том числе и супруг, а также свекор. Наталья уже лет 15, я знаю. Ничего, руководитель она хорошая, вообще хорошая. Работа есть всегда. Если она сказала, попробуй, только не сделай. Характер у нее, как у отца, наверное. Крутой характер у Маратовны, так называют ее коллеги, от отца. Марата Фасхудинова тоже буровых дел мастера, пробурившего не одну сотню свай под будущие дома не только в Якутске, но и во многих районах республики. И, кстати, мне говорят часто те люди, которые работали с моим отцом, что я на него очень сильно похожа и внешне, как будто Марат, но только в женском обличии, да, характером. И отец был порядочный. Вот о чем осталась память, что он был мужик. Он прям был мужик, все про него так говорили. Что вот он сказал,
Он сделал. В свое время отец запретил Наталье идти в милицейскую школу. Он считал, что девушке не место в мужской профессии. Но так распорядилась судьба, что после ухода главы семьи продолжать семейный бизнес, кроме Натальи, было некому. Сейчас, я думаю, наверное, он мной уже гордится. Именно если на сегодняшний день. Потому что уже 16 лет, как я управляю его предприятием. То есть я продолжила жизнь этого предприятия и название сохранила даже, да. Когда отец умер, все. И вот надо было решать, что делать дальше. Ну, тяжело, конечно. Все-таки это не женская работа. Приходится мыслить по-другому. Очень часто приходится мыслить как мужчина. То есть я научилась себя переставлять на место мужчины и рассуждать, думать, как вот поступили бы они или даже мой отец, что бы он сделал. Свое женское начало наша героиня все же не задвинула на задворки. И вторая ее работа – тренер по фигурному катанию, куда, впрочем, тоже пришла вначале, как и строительство, по необходимости. 2 детей Натальи занимались этим видом спорта, и нужно было их поддержать. Выучившись на тренера, сегодня она растит будущих хоккеистов и чемпионов фигурного катания. Мне понятна работа буровая, да, и понятна работа тренера по фигурному катанию, потому что их связывает одно – техника. Техника катания, техника бурения. Конечно же, во мне были и есть такие творческие задатки, что вот у меня музыкальный слух, я закончила музыкальную школу. То есть я вот так же, как отец, научилась играть на баяне. Мы иногда с ним даже спорили, перетягивали этот баян, потому что я слышала, как он фальшивит. Мы смеялись все время. Я говорю, дай мне, ты фальшивишь. Вот. И фигурное катание меня спасло. Вот именно сохранить свою нежность, красоту, какую-то мечту. В фигурном катании, как и в бизнесе, наша героиня ставит конкретные цели. Главное, чтобы были результаты. И любое препятствие для нее – вызов, который нужно преодолеть. У нас, конечно, построили вот лед, да, второй, строят 3-й лед. Но хотелось бы, конечно, чтобы у нас был круглогодично лед, потому что вид спорта фигурное катание же только на льду. Ты можешь учиться только на льду. А 3 месяца в году, когда отнимают, это, конечно, очень большая нехватка для спортсменов. Лед и вечная мерзлота для нашей героини – не застывшие субстанции, а самая настоящая страсть и дело жизни. И, похоже, они покоряются только таким, как Наталья, преданным и трудолюбивым. Туяра Филиппова, Павел Пахомов, Якутск. Героиня нашего следующего сюжета также заслуживает восхищения. Тяжелая работа коневода бывает не по силам и некоторым мужчинам. В Верхневилюйске живет Ульяна Алексеева, которая ведет большое хозяйство и управляется с 3 табунами. Отец Ульяны Иван Титович всю жизнь держал лошадей. После него табунами занимался брат-близнец Ульяны, и недавно все это хозяйство перешло в хрупкие женские руки. Сейчас каждое ее утро начинается на конебазе близ Намского наслега. Чисто физически, вот когда я все это в свою руку взяла, очень трудно было, тяжело. Ну, я человек такой активный, вот трудностей не боюсь, как сказать. Ну, есть ошибки, проблемы, но все стараюсь ошибки все это решать вовремя. И упорный труд, это тяжелый, очень упорный труд. Это такое дело, вот, если взяться, очень тяжело, но у меня вот сил хватает пока. С недавнего времени Ульяна начала использовать GPS-трекеры по одному на каждый табун. Ошейник надевает на старшую из кобыл, потому что они более спокойные и уравновешенные. Через приложение на телефоне трекер показывает карту с отметками о местонахождении табуна. 2 табуна пасутся на правом берегу реки, а 1 на левом. Это очень нужно, когда их надо пригнать на конебазу, например, перед выжеребкой для безопасности кобыл. Больше нет надобности днями искать и предполагать, в какую сторону они могли пойти. В прошлом году у нас жеребята, ну, почти 9-10 было, а так потеряли, конечно, 2 недоножки были, а 1 не досмотрели, упустили момент. Вот так, тоже так бывает, не все 100%.
Вот есть, конечно, трудности. Ежедневная рутина уже не пугает Ульяну. Несмотря на физически тяжелую работу, она с удовольствием занимается лошадьми. Любит, холит и лелеет. Если раньше она передвигалась пешком или на буране, то сейчас уже на своем коне. Ему уже 20 лет. После 8-летнего перерыва он заново учится езде с всадником. В будущем Ульяна планирует обзавестись молодняком и расширить свое хозяйство. Валерия Золотарева, Александр Адамов, Верхнеуфалейск. Как ни крути, одно из главных предназначений женщины – это материнство. Каждому малышу хочется жить в семье, чтобы просыпаться по утрам от поцелуя мамы. Сегодня мы познакомим вас с двумя братьями – Иваном и Семеном. В день съемок они признались нам, что очень хотят попасть в семью. И мы верим, что их мечта исполнится. Познакомьтесь, братья Семен, 12 лет, и Иван, 14 лет. Сейчас в 7 классе. Так прекрасно учеба началась, мне же самому хорошо. После 9 класса планирую идти шахтером, там платят много, хорошо. Увлекаюсь футболом 9 лет, боксом, борьбой, ходил на самбо. В свободное время рисую, сплю. После 9 класса планирую устроиться на сварщика. Иван и Семен любят приходить в спортивный зал. Они с удовольствием занимаются на тренажерах, отрабатывают удары в боксе. Братья общительные, открытые и любознательные. Охотно выполняют просьбы воспитателей, любят трудиться. Братья поддерживают друг друга и очень хотят обрести семью. Каждая женщина мечтает быть красивой, успешной и любимой. Обещание заняться спортом, сходить к косметологу, визажисту, купить себе красивый наряд почему-то вновь откладывается на потом, который год из года так и не наступает. Знакомая, наверное, всем ситуация. Специально для таких женщин наш телеканал в канун Международного женского дня подготовил к показу мотивационный проект под названием «Я». Героинями проекта стали самые обычные женщины, которые с помощью специалистов попытаются стать лучшей версией себя. Съемочная группа телеканала «Якутия-24» снимала проект прошлым летом на живописных берегах города Томмота Алданского района. 4 женщины, живущие в обычном провинциальном городе, общались со столичными экспертами, которые давали им советы, как без салонов красоты, фитнес-центров можно ухаживать и заниматься собой. Кристина, я сразу вижу прям такой эффект. Очень даже прям освежила. Левая сторона совсем другая, чем правая. Большое вам огромное спасибо за ваш совет. Очень здорово, классно. Пожалуйста. В качестве наставника выступили психолог Ксения Ивашковская, тренер Сардана Осипова, нутрициолог Юлия Заблоцкая-Избекова, стилист Дора Николаева, визажист Кристина Сергеева и фотограф Сергей Шарин. Помимо их советов и наставлений, героиням предлагалось пройти некое испытание, то, чего каждый из них больше всего боится. Ну что, Люба, давай еще чуть-чуть. Мы уже пришли, практически залезли на гору. Осталось совсем чуть-чуть. Вот здесь у нас осталось небольшое место есть, где можем присесть. Ой, сейчас чуть-чуть. Ой. Давай. Ой, мамочки дорогие, какую я что творю-то, а? Ой, на старости лет, ой, что делаю? Чуть-чуть. Вот здесь пенечек, и посидим, и отдохнем, и пойдем дальше. Реакция участников проекта не всегда была однозначной. Ну, если честно, мне не приходится по душе этот наряд. Результаты преображения предлагалось оценить близким и родным героинь проекта. Ровно через полгода съемочная группа сняла завершающий выпуск сезона. И уже в студии специалисты оценили, кто из 4 героинь больше всего прислушался и следовал их наставлениям и изменился. Как красиво все. Ну, я очень рада за Евгению. Их истории и какие перемены произошли с каждой из женщин смотрите 8, 9 и 10 марта в вечернем эфире телеканала «Якутия-24».
Доброе утро, коллеги. Сейчас блок новостей. В Москве в преддверии весеннего праздника 8 марта начал свою работу Всероссийский женский форум «Женщины. Сохраняем традиции, развиваем Россию». Основной площадкой саммита стала выставка на ВДНХ. На мероприятие приехали участницы из всех регионов страны. Нашу республику представили 5 делегаток из разных районов. Поскольку 2024 год объявлен в России годом семьи, тема защиты семьи и сохранения традиционных ценностей стала на форуме одной из главных. За 2 дня гости и участники смогут посетить многочисленные стратегические тематические сессии, дискуссии, презентации, выставки, показы коллекций российских дизайнеров. Женщина сегодня не только хранительница очага, современная женщина. Женщина сейчас представлена везде. И поэтому этот форум дает возможность сказать каждой женщине России, отстаивать свою позицию. Здесь собраны все регионы России, поэтому в этих стратегических сессиях, и, как правило, стратегическая сессия позволяет сказать как раз-таки свое мнение, не только быть слушателем. Поэтому мы думаем, что мы сегодня представим только в лучшем свете свой регион, нашу любимую республику. Было послание Владимира Владимировича Путина. После этого на следующий день у нас был 2-й съезд республиканский, да? Это подруги Джелигер, 2-й съезд был. И вот те задачи, которые он поставил, как бы там как раз обсуждались, так было здорово. И после этого мы попали в состав 5 человек в делегацию посетить женский форум, где как раз те проблемы, которые были поставлены, как бы мы будем смотреть, как можно решить, да? Якутская республиканская специальная библиотека для незрячих и слабовидящих имени Егорова Горного стала победителем всероссийского конкурса молодежных проектов Росмолодежи. Учреждение представило проект «Я Брайлист». Для незрячих людей система Брайля является основой грамотности, профессионального, духовного и интеллектуального развития. Сам проект охватит Нерюнгринский район, где многие люди нуждаются в обучении по системе. Ну а занятия пройдут в Нерюнгринской городской библиотеке и книжный фонд, который обладает достаточным количеством изданий, которые выпустили на языке Брайля. Люди с инвалидностью по зрению будут обучаться основам чтения и письма по системе на русском и якутском языках. Этот грант предполагает обучение 20 человек, и все 20 человек уже заявили о своем желании обучиться чтению по методике системы Брайля. Мы очень рады этому, потому что это для этих людей, как мы знаем, что они немножечко закрыты в своем мире, они немножечко замкнуты. И вот обучение по системе, по этой методике позволит им социализироваться в обществе и стать полноценными читателями нашей библиотеки. В столице республики состоялся региональный этап всероссийского конкурса имени Макаренко. В нем приняли участие 18 общеобразовательных организаций, которые реализуют программы агротехнологической направленности. Школы представили воспитательные и социальные практики, проекты продуктового типа, практики производственного воспитания, проектно-воспитательной деятельности, опыт и достижения. Конкурс проводился по 5 номинациям с целью выявления, поддержки и распространения систем, практик и технологий воспитания, которые опираются на деятельность созидательного типа. Победители будут принимать участие во всероссийском этапе конкурса, который будет проходить с 1 по 5 апреля в Москве. Всероссийский этап проводится 22-й раз в этом году в Москве. Республика участвует с 2007 года. Победителями стали в 2007 году Мегино-Алданская школа. В прошлом году в Якутске проводился всероссийский этап конкурса. В нем приняли участие 14 регионов, и победителями стали школа Сантарского вуза, Бордонская школа. Якутянин Владимир Болонец в 22-й раз подтвердил звание сильнейшего пауэрлифтера на чемпионате России в Екатеринбурге. Спортсмен завоевал титул чемпиона страны с результатом 163 килограмма. В соревнованиях принимают участие более 150 спортсменов из 39 регионов страны. Среди них серебряные призеры Паралимпийских игр Владимир Болонец и Айрат Закиев, бронзовые призеры Паралимпийских игр Владимир Кривуля и Вера Муратова, серебряные призеры чемпионатов мира Магомед Джамалов и Ирина Садовникова, бронзовые призеры чемпионатов мира Константин Мацнев и Марина Бекетова и многие другие. Это были все новости к этому часу. Хорошего дня и оставайтесь с нами.
Со 2 по 30 марта открыта выставка авторских кукол «Харчанный Бапагай» и ее учеников. Работу можно посмотреть в смарт-библиотеке города Якутска. Сегодня нежная и талантливая Харчана у нас в студии. Доброе утро. Доброе утро. Харчана, ну, поздравляем, во-первых, конечно же, вас с предстоящим праздником 8 марта и с открытием вашей выставки. И вас тоже с праздником. Спасибо. А расскажите, какие же работы могут увидеть жители нашей столицы в эти дни? Да, вот мы открыли эту прекрасную выставку. Давайте я начну сначала. Я вот куклами занимаюсь уже много лет. И на протяжении этого времени я участвовала во многих выставках и, конечно же, делала мастер-классы. И вот с моими одними из первых и еще новых учениц решили открыть вот такую творческую группу, где мы иногда встречаемся, делимся нашими знаниями, опытом, творим красоту. И как раз-таки мы пришли к стадии, что надо показать людям наши работы, наш труд, да, творческий. И благодаря нашему стремлению и смарт-библиотеке мы открылись 2 марта. На нашей выставке зрители увидят потрясающие работы, по моему мнению. Ученицы очень старались. И можно даже найти персонажей кино, северный мотив, вот наша мифология, да, Эреке-Джереке, лесные человечки, ну совершенно разные работы. Каждый автор работает в своем стиле, у каждого автора свой почерк, и поэтому выставку так и назвали «Кукольные истории». Так как мастерица вкладывает в свою работу свою историю личную, да, которую она хочет показать зрителю. Вот вы говорите «мои ученики». А сколько примерно человек уже в вашей группе, кто последовал вот по вашим стопам? В группе более 10, но приняли участие 9 самых таких девушек, которые любят это дело и занимаются на постоянной основе. Да. Помимо своих профессий, они вот в свое свободное время именно занимаются лепкой. Харчана, вы уже сказали о том, что вы сами увлекаетесь этим делом уже давным-давно, да? Да. Вот расскажите немного о себе, да, и откуда появилось такое интересное увлечение? Я занимаюсь с 2015 года, когда было дочке 2-3 годика. И как раз я сидела и в это время искала что-то такое интересное, как хобби. Да? Каждая мама в декрете хочет найти что-то новое, развиться. И в одном интернет-сайте я нашла статью про очень талантливую мастерицу. Ну, такая... Она ювелир, которая занимается куклами и скрещивает ювелирное искусство с кукольным мастерством. Ее работы меня так вдохновили, что я поразилась, как человеческие руки могут такую красоту сотворить. И да, я вот с тех пор прям методом проб и ошибок научилась делать кукол и пришла к тому, что вот чем я сейчас занимаюсь. Мы всегда задаем творческим людям один и тот же вопрос. Что вас вдохновляет? Вот откуда вы берете свои образы для кукол? Меня вдохновляет мое окружение. А мое окружение – это моя семья, мои дети. У меня 3 детей замечательных, талантливых. Родители, природа, книги, фильм, люди. Вообще позитивная энергия всего, что есть у нас в мире. Ну а как же, допустим, совмещать можно все, да? Вот вы говорите, что вы многодетная мама, да еще и творчество, наверное, еще и быт. Ваш секрет успеха? Секрет прост, это дисциплина. Я каждый день утром выпиваю чашечку кофе, расписываю все, потому что кукольное мастерство – это не хобби уже, это моя работа, моя профессия. И я каждый день вот галочки делаю, что я сделала, что успела. И вот живу каждый день с галочками, вот, скажем так. И это помогает вам все успевать? Это очень помогает, так как я очень такая творческая, могу прям запутаться во времени и копаться в одних пальчиках кукол, да, а вот дисциплина, вот эти списки очень меня собирают. А над чем работаете сегодня? Либо, возможно, у вас есть какие-то дальнейшие планы?
Сейчас я, помимо вот выставки, мы уже открылись, я немного расслабилась, занимаюсь заказами маленькими и тоже учусь разные новые техники. Вот. То есть вы постоянно саморазвиваетесь? Да, это обязательно, без этого вообще никак. Харчана, ваше пожелание в преддверии вот праздника 8 марта? Дорогие зрители, зрительницы, я вам желаю всего хорошего. И еще желаю, чтобы вы нашли свое любимое дело, хобби. И много улыбок, позитива. Почаще улыбайтесь и дарите миру добро. Харчана, спасибо вам большое. Мы желаем вам творческого вдохновения. Еще раз с праздником. Ну и, конечно, пускай побольше людей придут на вашу выставку и восхитятся вашими работами. Спасибо. Впереди праздничные выходные. Мы предлагаем вам посетить кинотеатры. Ведь там нас ждут долгожданные премьеры. Как в мире фантастики, так и вечной классики. Смотрите в кинотеатре «Центральный» с этого четверга. Экранизацию второй половины романа «Дюна» Фрэнка Герберта. Они были убиты, как и мой отец. Сюжет второй части стартует с того же момента, где закончилась первая. Пол и Джессика Атрейдесы скрываются в пустыне Аракиса вместе с фрименами. Юноша учится выживать в суровых условиях и постигает традиции коренных жителей. В народе появляются слухи, что Пол Лисан Аль-Гаиб, их пророк из другого мира. Он может стать лидером масштабного восстания, однако сам парень не хочет брать на себя такую ответственность. Мне плевать, во что ты веришь, я верю! Мой дядя самых честных правил, когда не в шутку занемог, он уважать себя заставил и лучше выдумать не мог. Так думал молодой поэт. Российская премьера «Онегин» от режиссера фильма «Непрощенный», а также сериалов «Чикатило» и «Жизнь по вызову». Главную роль в картине «Сарик» Андреасяна исполнил Виктор Добронравов. Ленского играет Денис Прытков, а Татьяну Ларину – Елизавета Моряк. Я завидую его молодости, его легкости. По сюжету молодой дворянин Евгений едет в поместье к своему дяде, чтобы ухаживать за последним по причине болезни. Добравшись, Евгений узнает, что дядя скончался. Став наследником, молодой человек остается в деревне. В это время из Германии возвращается его сосед Владимир Ленский. Несмотря на разницу во взглядах, они становятся друзьями. Это Ларина довольно милая дама. А дочери? И которая из них занимает твои мысли? Младшая. Евгений также знакомится с сестрами Лариными, Татьяной и Ольгой. Между Татьяной и Евгением начинают зарождаться нежные чувства. Желаем вам отличного настроения и приятного просмотра. 'Ну а если вдруг вы решите отметить эти праздничные выходные дома, в кругу семьи или в кругу шумной компании, мы предлагаем вам присоединиться к нашему музыкальному вечеру. Время пострелять, между нами пальба, попадай в сердца, остаешься там. 8 марта – это время, когда прекрасная половина человечества принимает подарки и добрые пожелания. Таким подарком станет праздничный концерт на телеканале «Якутия-24». Смотрите «Музыкальный вечер для милых дам» 8 марта в 20:00. Встречаем первый праздник весны вместе. Это не шутки, мы встретились в маршрутке под номером 1. Едем и молчим. Две души, два огня. Я помню это, где бы ни был я. Любовь, похожая на сон. Сердец хрустальный перезвон. Вот
Вот и подошел к концу наш праздничный эфир. Дорогие милые дамы, еще раз хотим поздравить вас с 8 марта. Цветите, любите. Ну а самое главное, пусть рядом с вами будут близкие и родные люди. Ну а сейчас примите поздравления от жителей и гостей нашей столицы. Поздравить всех женщин с этим самым красивым, прекрасным праздником. Хочется пожелать красоты, стиля, здоровья, конечно, женского счастья, быть свободными, быть добрыми, любимыми, заботливыми. Хочу поздравить свою маму в первую очередь, дочку, коллег, ну и всех женщин Якутии поздравляю. Желаю всем здоровья крепкого, счастья, удачи. Хотелось бы поздравить как маму, так и двух сестер. Я бы хотела поздравить свою маму, конечно, свою сестру, всех своих племяшек, внучек, подруг своих, ну и всех женщин нашего города Якутска. С наступающим 8 марта. Всем счастья, любви и весеннего настроения. Всего-всего самого-самого-самого. Хочу поздравить всех женщин и подруг, мою маму, сестру и всех моих сестер, двоюродных, троюродных. И, как сказать, с 8 марта всех поздравляю вас. Привет передать своей маме, Матрене Афанасьевне, и нашей бабушке Зое Петровне с наступающим Международным женским днем. Я бы хотел поздравить свою маму, бабушку, сестру, всех сестер, всех бабушек, всех мам, своих одноклассниц. Желаем здоровья. В первую очередь маму и свекровку, и доченьку любимую. Поздравляю с 8 марта, таким прекрасным весенним праздником. Желать крепкого здоровья, счастья, удачи во всем и успеха во всем. Я поздравляю всех девушек, женщин, бабушек, всех причастных к этому красивому весеннему празднику. Желаю оставаться такими же красивыми. Родственников, которые также относятся к этому, и свою любимую девушку, Юлия зовут, вот, с праздником, дорогая. Я хотел бы поздравить свою маму, в первую очередь, своих сестер, Евгению, Анну, вот, Олесю, своих пельмяшек, Янку, Юльку, вот, тетю Дашу свою, конечно, и вот свою любимую супругу. Наступающий 8 марта. Поздравляю всех женщин с Международным женским праздником. От всего сердца поздравляем вас с 8 марта. Желаю счастья, здоровья, красоты, успехов в жизни. Поздравляю свою маму, Лимоску Наталью Малесовну, с 8 марта. Желаю счастья, ну и всего хорошего. С 8 марта поздравляю свою жену Сардану, маму Елену, свою сестру Туяру и всех женщин.